Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Гость в студии». Сегодня мы с вами поговорим о недавно принятом в России указе, который гласит, что со следующего года завершается вещание эфирного аналогового телевидения и начнется этап цифрового вещания. Сегодня гостем студии у нас является главный инженер компании «Телеком Плюс» Вячеслав Федоров. И я бы хотела адресовать как раз-таки этот вопрос именно к вам. Так в чем же будет заключаться основные изменения вещания и как они коснутся наших граждан? Спасибо за поставленный вопрос. Здравствуйте, дорогие телезрители. В большинстве многоквартирных домов в городе Канаше телевидение либо кабельное, либо спутниковое. В январе для них ничего не изменится. Они и так получают качественную картинку. Другая история для людей, которые живут за городом или в частном секторе и пользуются антеннами, которые вещают 2-3 канала. То есть раньше, когда использовали проволочку, закидывали ее на шторку и смотрели, показывает или не показывает. Переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое эфирное телевидение – это как переход с черно-белого на цветное телевидение. То есть это модернизация и развитие. Основной момент для приема эфирного цифрового телевидения необходим современный телевизор с встроенным цифровым приемником. Более старшие модели телевизоров не смогут самостоятельно принять каналы без дополнительного оборудования, такие как антенна, приемник. Все это нужно будет установить, настроить. И это только на один телевизор. Для кабельного телевидения неважно, какое количество телевизоров у вас в доме, все будут показывать 40-60 каналов. Сегодня мы касаемся данной темы не зря, так как нам поступают вопросы о том, что некоторые операторы звонят и предлагают подключиться к телевидению и к интернету через приемники, говоря, что с 2019 года те, кто останутся подключены к кабельному оператору, останутся без телевидения. Вот нам бы хотелось уточнить, так ли это? Да, вопрос действительно актуален. Тем самым они вводят людей в заблуждение. Кабельное и спутниковое телевидение предоставляло и будет предоставлять услуги без изменений. Данный переход касается аналогового эфирного телевидения и никого более. Кстати, операторы, которые предлагают подключиться к сети и приобрести приемники для телевидения и интернета, также рассчитаны только на один телевизор. Также хотелось обратиться к телезрителям и предупредить, что операторы, которые предлагают вам подключиться к их сети и приобрести оборудование, все это подразумевает финансовую составляющую. То есть зачем оплачивать больше, если вы и так уже получаете эти услуги? Вячеслав Андреянович, я бы хотела отметить тот факт, что ваша компания не первый год занимается в сфере предоставления качественных услуг телевидения и интернета. И я бы хотела задать вот какой вопрос. Имеется ли у вас актуальные предложения и обновления для жителей города Канаша? Да, в ноябре у нас ввелись новые выгодные тарифные пакеты, которые включают в себя 50 мегабит и 100 мегабит интернета и плюс 60 цифровых каналов, вне зависимости, какое количество телевизоров у вас подключено к сети. Компания «Телеком Плюс» готова вещать как в цифровом, так и в аналоговом формате. С 1 января 2019 года абоненты компании «Телеком Плюс» могут быть уверены в качественном пользовании услугой кабельного телевидения. Еще хотелось бы упомянуть, что для удобства работы с населением у нас работают диспетчерские пункты компании «Телеком Плюс». По всем интересующим вас вопросам вы можете туда обращаться. Уважаемые телезрители, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. На наши вопросы отвечал главный инженер компании «Телеком Плюс» Федоров Вячеслав Андреянович. Вячеслав Андреянович, спасибо большое за предоставленное нам время и за ваши емкие ответы. Да, спасибо вам за ваши вопросы. Еще раз хотел бы поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всех благ, развития и успехов. Мы тоже вам желаем удачи. Всего вам доброго. До скорых встреч в эфире.